И сегодня нам предстоит услышать еще сведения интересные от нашего первого оратора Евгения Федоровича Шумилова, нашего очень любимого и известного краеведа. Дальше. Сегодня здесь у нас присутствуют учащиеся, педагоги и родители детской школы искусств номер 8. Несколько слов о том, почему здесь ребята собрались. В дни школьных каникул у нас с музеем и школой был совместный проект «Творческая школа» с одноименным названием «Мажаров. Человек и мотоцикл». С этим названием у нас будет проходить ряд событий в этом году. Это будет открытие выставок, это будут и лекции, будут и экскурсии. И с одноименным названием прошла наша творческая школа, когда ребята, которые здесь присутствуют, знакомились с выставкой ижевских мотоциклов и знакомились с биографией Петра Владимировича Мажарова. Что в итоге этого знакомства получилось, мы узнаем сегодня, после того, как прослушаем интересный рассказ Евгения Федоровича. Ну и в конце открытый свободный микрофон и выступление Кирилла Топкова, да, посмотрим по ситуации, да, создателя ресурса и преподавателя, эксперта школы творческой. И в конце сегодня нашего мероприятия у всех, кто принес с собой, было у нас заявлено мастер-класс по нанесению принта нашего проекта «Мажаров. Человек и мотоцикл». Здесь у меня такая рекламная кофточка. То есть в конце мероприятия, кто с собой принес какую-то вещь, можно будет нанести на память себе вот такой вот принт на мастер-классе, который проведет Денис Никонов. Это будет немножко в другом помещении, но кто пожелает, можно будет это сделать. Итак, я предоставляю Евгению Федоровичу Шумилову. Ну, я, к сожалению, не мотоциклист, и мотоциклистов тут, по-моему, человек 5-6, если я вижу. Но дело, в общем, даже не в мотоциклах, дело в моторах, дело в индустриализации, моторизации и так далее. Вот эти понятия более важны, мне кажется, чем просто, значит, вот это замечательное сооружение на 2 там, или на 3 колесах. Значит, Мажаров, Петр Владимирович Мажаров. Я этой фигурой очень много занимался. Почему? Потому что это, я считаю, в истории Ижевска личность выдающаяся, а в историю советского Ижевска он входит в тройку, я уверен, самых выдающихся деятелей советского периода, которые вот что-то сделали очень мощное для развития экономического, технического развития Ижевска. Ну, в эту тройку входит, кого первым номером назвать, Устинов Дмитрий Федорович, затем Калашников Михаил Тимофеевич, а может быть его первым поставить, не знаю, тут дело не в нумерации. И третий, безусловно, Петр Владимирович Мажаров, потому что это, вот как я его назвал когда-то в 1986 году, в одной из статей, статья в «Удмуртской правде» была, я его там назвал, заголовок статьи, «Рыцарь моторизации». Ну, рыцарь это подразумевает какое-то отношение, такое трепетное отношение вот к предмету своей деятельности, в данном случае к моторам, к моторизации. Это был его, можно сказать, девиз жизни и до Ижевска, и вот в тот краткий, к сожалению, период, когда он работал в Ижевске. Рыцарь – это еще определение и по его характеру, не просто вот отношение к моторам, там, к механике и так далее. Это и по его характеру, очень честный, благородный человек, высочайшей культуры, из дворянской семьи, с прекрасным образованием, православный человек. Эту свою православность он не скрывал и в 20-е, 30-е годы, хотя это было очень, как вы понимаете, сложные отношения. То есть личность во всех отношениях выдающаяся, и не случайно у нас в 1988 году была названа улица Мажарова, вместо улицы, кого там я уже забыл, кого была улица Мажарова, Молотова, по-моему, да, Молотова, бог с ним, с Молотовым, значит, улица Мажарова, и делается памятник Мажарову, даже 2 памятника Мажарову, это, мне кажется, не перебор, нормально. Первый появится около мотозавода, второй, это уже в сентябре, второй появится где-то в этом же историческом районе, то есть это, в общем-то, по заслугам. Еще раз говорю, личность выдающаяся.
Личность Мажарова уникальна еще тем, что это единственный такой деятель. Нет, кстати, не единственный, Калашников тоже. Понимаете, вот опять-таки возникает параллели с Калашниковым. Это вот один из двух деятелей, выдающихся деятелей, который связан сразу с двумя заводами. Ну, не все, наверное, знают, что Калашников, в общем-то, начинал работать на мотозаводе. Первые экземпляры автомата Калашникова на мотозаводе делались. А потом уже Ижмаш, оружейный завод. И то же самое и Мажаров. Он начинал работать на оружейном заводе, будучи в Ижмаше, ну и стал, в общем-то, основателем, не директором, не начальником, но основателем Ижевского мотозавода, который начинался именно как мотоциклетный завод. Первый в стране мотоциклетный завод. Ну, иногда неправильно понимают, что якобы вот первый советский мотоцикл, там ничего подобного. Мотоциклы делались в нашей стране и до Мажарова. Но первый специализированный мотозавод, отдельные цеха были мотоциклетные в Ленинграде, еще где-то, но первый специализированный мотоциклетный завод был построен, заложен именно по его инициативе, и он это все дело вел и переживал за каждый, как говорится, за каждый там чих на конвейере, хотя этот конвейер был недоразумение, конечно, не конвейер, мотозавод не выполнял планы и так далее, много было проблем. Но тем не менее, это человек ключевой, можно сказать, для двух наших крупнейших заводов, градоформирующих заводов. Вот это такая моя общая оценка значения Петра Владимировича Мажарова. Ну, если говорить более конкретно, что же он у нас, когда он у нас появился? Итак, он появился у нас, значит, 2 декабря 1924 года. У него была неплохая карьера там, в Тамбове, пороховой завод, значит, еще что-то, замечательный конструктор по всяким там, по теплотехнике и так далее. Но вот он как-то почувствовал, понимаете, ну, есть у каждого есть стремление какое-то найти дело своей жизни, что-то сделать большое. И он почувствовал эту перспективу на Ижевском оружейном заводе. На оружейном заводе тогда у нас начиналась так называемая программа оздоровления. Оздоровление – это ничего не имеет общего с медициной. Оздоровление – это значит перевод оборонного производства на мирные рейсы, конверсия так называемая. Это был период НЭПа, это тоже связано. И Петр Владимирович Мажаров – это, в общем-то, крупнейший деятель техники периода НЭПа. Было многое разрешено. Была частная инициатива, поощрялись вот такие инициативы. То есть он попал как-то вот в такое, золотое время, когда многое можно было делать, еще не было вот никаких там сталинских репрессий и так далее, коллективизации всех этих ужасов. И он, используя момент, сумел у нас начать очень многое. Что он стал делать? Итак, он поступил в отдел главного механика 2 декабря, а через несколько месяцев перешел как раз вот этот самый отдел оздоровления. Отдел оздоровления занимался поиском новых каких-то сюжетов для продукции оружейного завода. Одни только, значит, винтовки, этого было мало. Надо делать что-то для народного хозяйства. Вот как раз вот идеи Мажарова, его фанатизм, он фанатичный человек. Его фанатизм по отношению к моторизации, он тут дал свои плоды. Ну, конкретно, что он стал делать? Ну, в частности, он уже в 26-м году, значит, вошел в совет местной нашей группы ОСО-Авиахим, то есть Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству. Это было самое такое крутое общество тогда. Они самыми такими сложными технологиями занимались. Почему, значит, его привлекла авиация? Потому что на Ижевском заводе уже тогда, начиная где-то с 25-го года, начинали делать коленчатые валы для тяжелых самолетов, военные самолеты. Те самолеты, которые там через Северный полюс будут летать и так далее. То есть завод, оружейный завод, оказался связан с авиацией. И Мажаров, естественно, вот эту авиационную тему он как бы подхватил и стал проектировать, значит, аэросани. Это уже вот не просто проектировать, строить. Уже в январе 27-го года он испытывает
эти самые аэросани. Это было такое перспективное направление для Красной Армии, потому что можно было куда-то там домчаться до врага, разбить его и так далее. Ну и он думает также и о велосипедах, и у нас велосипедный завод должен был быть, мог быть, но сочли, что это не очень важно. Он делает глиссер, он все вот ради этих своих моторов. Моторизация. Ну, я вот еще объясню этот термин, почему он стал такой сильный, вот этот термин, моторизация. Ведь у нас до Мажарова, до вот этой самой эпохи НЭПа, эпохи оздоровления, у нас что было? У нас не было моторов. У нас были машины. Машина, какое-то гигантское колесо. От этого колеса тянутся трансмиссии, метров на 100 трансмиссий через весь цех. Или трансмиссии вращают там все эти токарные и прочие, значит, шпиндели, еще там еще вертятся. Это что, мотор? Это не мотор. Моторов практически не было. И вот он начинает эту, значит, свою замечательную программу моторизации. Я не знаю точно, когда Мажаров сел у нас в Ижевске на мотоцикл. Значит, за рубежом, когда он был за границей, он наверняка на мотоциклах раскатывал. Точная совершенно дата. Итак, он появился 2 декабря 1924 года. Точно известно, что в 1925 году он уже на каком-то мотоцикле раскатывал по Ижевску. Но я должен сказать, иногда тут увлекаются некоторые товарищи, говорят, что вот впервые по Ижевску там мотоцикл и так далее. Ничего подобного. До революции у нас тоже мотоциклы были, ижевские, есть такие сведения. И автомобили были, легковые автомобили, еще в 1915 году. И, кстати, во время восстания, знаменитого Ижевского восстания 18 года, осень 18 года, там был отряд, мотоотряд, задолго до Мажарова. То есть он не первый мотоциклист, но это первый фанатик моторизации, рыцарь моторизации, который это дело вот поставил на широкую ногу. Итак, вот все эти глиссера, там все прочее, аэросани, велосипеды, это все хорошо, но мотоцикл в конце концов стал главным. Это начинается, ну, примерно с 27 года. Значит, вот эти свои первые мотоциклы, экспериментальные мотоциклы, в единственном экземпляре, никакого серийного производства еще долго не будет, до 1933 года. Это все он делал по немецкому образцу. Тут никуда не денешься. Значит, это не полностью его конструкция, его дизайн. Да, он дизайнер. Он, в общем-то, практически первый дизайнер в истории Ижевска. Он стал, значит, какие-то заграничные компоненты, заграничные узлы композиции, узлы машин, моторов вписывать в новый такой современный лаконичный дизайн. Вот это его новаторство. Но, в общем-то, все они были немецкие. Ничего страшного. У нас сейчас и у всех телефоны не отечественные. То есть это, как говорится, привычно для нас. Итак, началась работа его над этими мотоциклами, начались, значит, пробные какие-то пробеги, очень дальние пробеги. То есть вырабатывалось, шел поиск модели. А какая модель может для нас вот здесь, в условиях Удмуртии, в условиях бездорожья, поскольку никаких дорог в Удмуртии не было. Из Ижевска в Глазов ездили, знаете как, через Москву ездили, иначе в Глазов не доехали. Поэтому говорить о каком-то, значит, мотоцикле, таком легоньком, изящном, как тут некоторые, которые тут вот стоят в экспозиции, было бессмысленно. Надо было делать мощные, тяжелые, такого, знаете, динозавра такого делать, чтобы он проехал по этой самой ижгрязи. И он это делал. Значит, в 1929 году из цехов оружейного завода, недалеко вот от заводской башни, от этого главного корпуса завода, выехали, ну, сначала ИШ-1 знаменитый, так, там, то он, да? ИШ-1. Значит, ИШ-1, потом ИШ-2 и так далее, значит, до 7-й модели. Ну, в чем тут оригинальность? Оригинальность, я не конструктор, может, я что-то неправильно скажу, мотоциклисты меня поправят.
Ну, здесь оригинально, во-первых, вот такая объединяющая все рама, очень красивая, такая пластичная, динамичная. Оригинальные некоторые детали композиционные. То есть это была суровая такая мощная машина, предназначенная для преодоления бездорожья, для преодоления грязи. На ней мог быть, в принципе, установлен пулемет, могла быть какая-то там, значит, подвеска для раненых и так далее. То есть заказ, в общем-то, был, хотя это не афишировалось, не говорилось нигде, не писалось там в каких-то публичных, но это, в общем-то, был заказ для Красной Армии. Вот это все, в общем-то, делалось. То есть Петр Владимирович выполнял этот очень важный заказ. Значит, он, так, в каком году забыл, в 28-м, кажется, году, да, в 28-м году съездил на несколько месяцев в Германию, он там и раньше был. Вот эти контакты с немецкими инженерами, а немецкие инженеры были не только там, в Германии, они были и у нас, в Ижевске. У нас была большая группа, человек 15 или даже больше немецких инженеров в конце 20-х, начале 30-х годов на всяких там, значит, работах, в том числе связанных с металлургическим производством. У нас был, в общем-то, очень такой оживленный обмен технологиями. Значит, Советский Союз и Германия, которая пока еще не была фашисткой, но где-то вот на этом пути шла. Так вот, понятно, что вот эти контакты Мажарова непосредственно там в Германии и контакты с инженерами, которые оказались в Ижевске, они ему, как говорится, аукнутся потом. Его будут обвинять в преклонении перед западной техникой. Ты вот что-то немецкое такое делаешь, ты там хвалишь немецкие дороги, немецкие машины, ты не патриот, ну вот такого рода. Чем это закончилось? В конце концов, в 1934 году это закончилось тем, что вот он, ну, во-первых, он был весь измотан психологически. Если на тебя вот это все давит, если мотозавод, который открылся в 1933 году, не выполнял планы, конвейеры, ну, конвейера практически не было, ручная сборка с браком и так далее, вот это все его довело до такого своеобразного нервного истощения, и на отдыхе в Сочи он, ну, судя по всему, покончил с собой. Есть записка его, ну, там есть и какие-то загадочные моменты, бог с ним, не будем говорить об этих трагических моментах, но мы лишились, не только мы, дело не в нас, дело не в Ижевске, страна лишилась, поскольку он, в общем-то, был уже не наш, он в штате мотозавода, в общем-то, не был никогда. Он был его организатор, инициатор, он свои модели предлагал, он добивался всего, но в штате мотозавода он не был. Так вот, он работал и в Ленинграде, и в Москве. Это человек такого, вот последних лет своей жизни, человек такого общероссийского, общесоюзного уровня. Но, к сожалению, вот эта ситуация, нагнетание этой подозрительности, нагнетание поиск врагов народов, вредители, везде вредители, Мажаров вредитель, потому что вот конвейеры там стоят на мотозаводе, значит, кто виноват? Мажаров виноват. Что-то не пошло там на испытаниях, Мажаров виноват. Ну, страшное время, и человек, как говорится, просто сломался. Но, конечно же, не исчерпывается только Петром Владимировичем вот эта вся история с проектированием мотоциклов, испытанием мотоциклов. В общем-то, созрели его ученики. Рогожин, кто там еще, Адамович, очень много, значит, инженеров и на оружейном заводе, и на мотозаводе, они впитали от Петра Владимировича, впитали вот этот заряд такой энергии. Они тоже стали рыцарями моторизации, ну, или, как надо считать, оруженосцами вот этого рыцаря моторизации. Поэтому я считаю, имя Петра Владимировича Мажарова никогда не будет забыто. Целых 2 памятника ему это оправдано. Ну, я бы на месте заводского начальства, правда, у нас сейчас мотоциклов-то не делают, но если бы вот делали, я бы предложил, значит, заводскому начальству, чтобы они еще и медаль Мажарова завели. Есть медаль Калашникова, почему не быть, соответственно, медали Мажарова? Человек, который достоин вот этой памяти. Я
то, что я вам рассказывал, я вот, в общем-то, рассказывал по своей книге, это история Ижмаши советского периода, «Завод завода». Ну вот само название «Завод завода». То есть завод, который разные производства объединял. И оружейное, и станкостроение, и мотоциклостроение пытались серийно. Серийного производства здесь не было вот, до военного периода. То есть все, завод заводов. Ну, сейчас концерн Калашников тоже, значит, как-то позиционируется как некий такой очень разнообразный завод. Что у вас там, значит, катера? Эти самые, которые вот летают, и много чего другое. Ну, может быть, это вот развитие тех идей, которые, значит, рыцарь моторизации закладывал еще в конце, в 20-е, 30-е годы. Вот мои такие краткие соображения о личности Петра Владимировича Мажарова. Если есть вопросы, пожалуйста. Да. Скажите, пожалуйста, где похоронен Мажаров? Значит, могила его, ну, естественно, в Сочи его похоронили, везти в Тамбов, в Ижевск, ну, не было смысла, его как-то уже постарались забыть, понимаете, не было, вот сейчас мы все понимаем, Мажаров, а тогда как-то, ну, подумаешь, там, ну, делал какие-то такие единичные мотоциклы. То есть в Ижевске, да, и семьи у него тут не было. В Ижевске тело его не было смысла везти, в Ленинград, судя по всему, тоже, поэтому его похоронили прямо там, в Сочи. Могила считалась утерянной, поскольку там были захоронения в годы войны еще рядом от госпиталя. Но в конце концов, где-то лет, сколько уже прошло-то, лет 15, да? Лет 10. 13-й год. Первый год был день оружия, отмечался. В 13 году совершенно случайно там в Сочи, значит, обнаружилась эта вот могила. Давайте эту историю расскажу. Давайте представим сначала, хорошо? То есть могила не обнаружена? Могила обнаружена. Сейчас я Есть расскажу. проблемы с ее, так сказать, дальнейшей судьбой. Хочу представить одного из участников нашего сегодняшнего мероприятия, Галина Аркадьевна Ковалюк, заместитель директора музея завода Ижмаш, завода концерн Калашников. Вот первый как раз мотоцикл, первый и четвертый, они находятся в нашей экспозиции. Поэтому, кому интересно прикоснуться к этой истории, мы вас приглашаем прийти посмотреть. А теперь отвечая на ваш вопрос. Могила Мажарова была обнаружена в Сочи. Это был 2013 год, совершенно точно, 19 сентября, это у нас день оружейника. Прозвучал телефонный звонок. Нам звонила Ружена Гребенюк, жительница города Сочи. Она живет в привокзальном районе. И вот она рассказывает. Она гуляла со своей собачкой в этом районе, а в то время готовились к Олимпиаде, к Сочи, строили дороги. И вот это мемориальный комплекс, где был захоронен Мажаров, там могилы старые, они были уже неузнаваемы, они все были, ну, сравнялись с землей, памятников не было никаких надгробных. И когда начали строить тоннели, там все эти, видимо, начали делать движение земли, и появляться начали надгробные плиты. И вот эта женщина, Ружена Гребенюк, совершенно точно не ошибаюсь, гуляя с собачкой, она увидела кусочек надгробной плиты. Она не поленилась, почистила, и камень, на котором она прочитала надпись, что здесь захоронен выдающийся конструктор мотоциклостроения Мажаров Петр Владимирович. Умер 46 лет от роду, 11 марта 1934 года. Она зашла в интернет. 34-го. Она зашла в интернет, кто такой Мажаров, о нем информации было много. Узнала о нашем музее и вот позвонила. После этого была переписка администрации нашего города по инициативе как раз всех наших друзей. Все тут подсоединились и с администрацией города Сочи. Но так как Олимпиада приближалась, естественно, сочинской администрации пока было, в общем-то, не до этого. Потом нашли родственников Мажарова, какая-то внучатая племянница, и они приезжали на могилу, и ими было принято решение, что перезахоронение лучше не делать, что это лучше, удобное место. И могила в Сочи. Совершенно на этом месте, где он был захоронен, она там и находится. Я вот еще дополню, тут такое замечательное совпадение за совпадением. Значит, в 2003, кажется, году, да, была обнаружена могила Дерябина, ну, благодаря завещанию, благодаря там многие, так сказать, документы нашелся. В конце
Или подождите. Ну да, в начале этого года была обнаружена могила Дудина, то есть вот Дерябин, Дудин, Мажаров. Видите, как нам это вот по части таких мемориалов немножко везет в последние годы. Нет больше вопросов ко мне, да? Спасибо за внимание. Нормально. Ну, конечно, Мажаров Петр Владимирович – это очень важная личность, внесшая большой вклад в индустриализацию, и в моторизацию. Но перед тем, как говорить о нем, хотелось бы вспомнить и об Олеге Владимировиче Курихине, авторе книг, благодаря которому мы, собственно, знаем многие факты из биографии Петра Владимировича. Но стоит сказать, что книга о Петре Владимировиче – это не его единственный труд Олега Владимировича. Также был труд о первых отечественных мотоциклах, был труд о первых отечественных автобусах, о первой пожарной технике, о первых самолетах и так далее. Он был корреспондентом техники молодежи и довольно серьезно занимался вопросами истории техники. На самом деле все книги очень интересные. Первую книгу, я думаю, многие уже знают, второй пример тоже понятно о чем. Внизу, не очень хорошо видно, к сожалению, это рукопись Олега Владимировича, которая сейчас хранится как раз в музее Ижмаш. И вот здесь есть дата, 91 год, как раз тоже статья, называется «Рыцарь моторизации». Олег Владимирович родился в 1937 году и закончил радиомеханический техникум. Он был кандидат технических наук и серьезно увлекался мотоциклами. Наверняка это тоже, конечно, привело его в город Ижевск, когда он искал материалы о Петре Владимировиче. Всего на его счету около 300 статей, из них около 40 по истории мотоциклостроения. Также в Политехническом музее он организовал выставку «Машина для верховой езды». Перейдем теперь к непосредственно Петру Владимировичу. Я, наверное, больше дополню рассказ фотографиями, потому что многое уже было сказано. Собственно, на левой фотографии это 1890 год, когда Петру Владимировичу получается только 2 года, и его мама. А внизу Тамбовский пороховой завод, на котором позже он будет работать. Этот завод принадлежал его дяде, и именно он, можно сказать, впечатлил его и привил Петру любовь к технике. Ну, почему мы здесь будем останавливаться дальше именно на технике? Давайте все-таки об этом расскажу чуть позже, и сейчас перейдем к его биографии. Следующая страница, после того, как он закончил Тамбовское реальное училище, это учеба в Германии. Вот буквально в этом году стало известно то, что он учился все-таки в Митвайде, в индустриальном техникуме на машиностроительном факультете. До этого были мнения, считалось, что он учился в Лейпциге, может быть, в Хемнице. Это было связано с тем, что воспоминания об этом периоде жизни были записаны со слов Веры Ивановны Блиновой, это двоюродная сестра Петра Владимировича, и они были записаны через многие десятилетия, могла закраться какая-то неточность, к тому же Митвайд – это мелкий город недалеко от Лейпцига. В это же время он увлекался гиревой гимнастикой, фотографией и атлетикой. И да, совершенно верно, в это время, можно сказать, он полюбил мотоциклы. В Германии он не просто первый раз попробовал мотоцикл, он наездил около 60 тысяч километров, по его словам, по дорогам Германии, где-то за 4 года, и опробовал около 20 различных марок мотоциклов. Конечно, это не могло не сказаться на его любви к технике. Здесь вы видите фотографию, собственно, этого. Тогда это был техникум, сейчас уже это университет прикладных наук. Его паспортная книжка, это буклет тех времен и как раз фотографии Петра Владимировича. Копию паспортной книжки. И что же произошло по возвращению на родину? Он, как вы знаете, 1914 год, грянула война. Он сразу же попробовал записаться добровольцем, но его не взяли. Он только что прибыл из Германии, его посчитали немецким шпионом. Он, можно сказать, был в запасе, но его никто не брал. И в это время, помимо работы на Тамбовском пороховом заводе, он вместе со своими двоюродными братьями восстанавливал то, что когда-то принадлежало его дяде. Катер, автомобиль и самолет. На этом самолете он летал и стал первым летуном в округе. Есть даже фотографии, которые были сделаны с борта этого самолета.
Вот. Но здесь они, к сожалению, не представлены. Вот фотография самолета вместе с работниками, которые помогали ему собирать этот самолет. И дальше, следующий период его жизни, это работа на Тамбовском пороховом заводе. Здесь он трудился, несмотря на революцию, несмотря ни на что. Здесь он подал патентную заявку, которая, правда, была вручена ему чуть позже на отдельную топку, что раскрывает его таланты как изобретателя. И здесь же он в 1920 году женился на крестьянке Варваре Игнатьевне. В 1922 году у них родился сын Борис. Позже, в 1924 году, он принимает решение покинуть Тамбов. Чтобы лучше осознать, насколько сильно это был человек, любимый работниками, есть копии, к сожалению, не очень хорошо видно. Это заявление, которое написали работники Тамбовского порохового завода о том, чтобы торжественно проводить Петра Владимировича и подписи всех работников. Помимо... Прочитайте эти слова, они настолько трогательные. Просто к сожалению, здесь я не смогу их прочитать. Да, вот здесь у меня их нет. Давайте я попробую. Нет, Саш, ладно. У нас Давайте такое есть. Это, я хочу сказать, это настолько вот глубоко в душу проникает. Давайте попробуем. Да. Плохо видно. Да, или свет Нет, тут не из-за света. Просто довольно мелко получается. Предстоящую. Так, предстоящий понедельник, 20 всего ноября по случаю перехода на на службу на Ижевский оружейный завод уезжает с завода инженер Петр Владимирович Мажаров. Всем известно, что инженер Мажаров в течение 7 семилетней службы на Тамбовском пороховом заводе проявил себя во многом. Тут слово пропускаем. Работ в качестве руководителя как по оборудованию, так и по документации нашего завода. Так, слово тут непонятно. Инициатором. Ладно. Да, ну, сейчас будет еще благодарственное письмо. Дальше. Вот его будет уже, наверное, видно чуть лучше. Это было заявление до этого. Нет, да, я имела в виду вот это, когда как раз народ грустил о том, что он уходит, что такой человек. Так, ну сейчас тоже вот попробуем. там такие очень трогательные слова. В человеческой речи еще нет таких слов, которыми можно было бы отразить всю боль, принесенную вашим отъездом. В лице вас мы теряем лучшего из людей завода, превосходного товарища, который тоже, к сожалению, не очень понятно. Так, слившегося с интересами рабочих и служащих и отличного инженера, поставившего делу укрепления завоевания революции выше своей и без того скромной личной жизни. Вы, Петр Владимирович, ценя в каждом из нас прежде всего человека равного себе, тем самым возвышали нас в собственных глазах. И за это мы вам платим и безмерным уважением. Трудность пройденного пути, самые тяжелые моменты революции, экономической разрухи, голода, когда вы шли рука об руку с нами и чего не делали, лица одинаково с вами, образование дает нам право гордиться сотрудничеством с вами. Нужно быть только вами, чтобы показать свои громадные организаторские способности перехода от чертежей к инструментам кузнеца, слесаря и другого рабочего.
Ладно, Саш, в общем, понятно, просто тут столько автографов, вот это такой Так, большой лист. Сам, желаю вам такой же успешной работы, которую вы достигли на Тамбовском пороховом заводе и в предстоящей работе на новом месте. И там- Большому кораблю, большое кораблю. плавание. Да, Большое плавание. Большому кораблю, большое плавание. И дальше. Ну, вот такими теплыми словами провожали Петра Владимировича. И здесь, ну, собственно, мы можем видеть автографы всех рабочих, которые были согласны с этим письмом, то есть которые поддерживали его. И это только первая часть. Есть и продолжение. То есть на самом деле его очень ценили на этом заводе и были опечалены его отъездом. Но, тем не менее, в 1924 году он прибыл в Ижевск и поступил на службу в Ижсталь-заводе. Здесь он модернизировал тепловое хозяйство, жил он в инженерном городке. Вот здесь можно видеть как раз его дом, который он фотографировал. Его увлечение фотографией позволило нам увидеть множество из его быта, потому что он много фотографировал. И семья Петра Владимировича, а также его любимый питомец волк Гришка. Также он был активным участником общества «Автодор», как уже говорилось, он собрал глиссер, собрал аэросани, и вот как раз их можно видеть на фотографии, которая здесь представлена. То есть ну, человек был действительно за моторизацию, можно сказать, да, он был фанатиком моторизации, его восхищало все техническое. Но, конечно, наибольший успех он достиг именно в мотоциклах. И в 1926 году он стал владельцем мотоцикла AGS. Ему был присвоен номер 1. Да, мотоциклы были в Ижевске и до этого. Есть свидетельство 1911 года. Но, как видим, номер 1 был присвоен, наверное, не зря. Все дело в том, что до этого мотоциклы были, может быть, и важной боевой единицей, но проблема была в том, что они ломались и после этого выходили из строя. То есть на них уже, по сути дела, не ездили. И потихоньку они все перемещались на склад разбитых мотоциклов, которых было особенно много после войны. То есть брали старый мотоцикл, уже не подлежащий восстановлению, и оставляли его просто для того, чтобы потом при необходимости снять какие-то нужные запчасти. Вероятнее всего, именно с такого склада и был выкуплен этот мотоцикл и восстановлен силами Петра Владимировича. Это его взбудоражило в нем мысли о молодости, когда он много ездил на мотоциклах, около 60 тысяч километров за 4 года, это весьма солидно. То есть тот, кто сейчас ездит хоть на машине, хоть на чем, представляет какие-то пробеги на мотоциклах 1910 года, ну, когда он учился в Германии, я имею в виду, по дорогам тоже 1910-х годов. Ну, здесь представлена фотография, эту фотографию многие видели, но мы не привыкли сейчас к черно-белым фотографиям. Поэтому попробуем посмотреть на то, каким этот мотоцикл был в глазах. Ну, была установлена модель, это AGS модель D, и найдены восстановленные копии, конечно, не этого мотоцикла, но этой модели. Они выглядели вот так. То есть, ну, чтобы представлять, как это он видел своими глазами, на чем он ездил, я добавил сюда эти фотографии. Скорее всего, он попал, это был мотоцикл 1917 года, сделанный специально для российской армии. Вот внизу есть как раз фотография. Максим установлен там вместо коляски. Да, может быть, я уже не смотрел. Вот. И на этом мотоцикле он ездил день и ночь. То есть, да, он любил все индустриальное, но именно мотоциклы завлекли его больше всего. И что важно, он увлек и ижевцев, которые ну, дальше его поддержали, когда стал вопрос о строительстве мотоциклов в городе Ижевске. Вообще в 1927 году был вопрос о том, что нужно военным заводам переходить на производство ширпотреба, то есть гражданской продукции, и руководство из Москвы предлагало выпускать велосипеды. И именно как раз была инициатива Петра Владимировича, чтобы выпустить мотоциклы, поддержанная многими ижевцами. Для этого была организована мотосекция. Вот как раз для перенятия опыта он был в 1927 году командирован в Германию вместе с другими специалистами, в частности Адамовичем, специалистом-металлургом. Оттуда он, есть фотографии, прислал открытки Варе, своей жене, и там он
за свою командировку изучал опыт мотоциклостроения в Германии. Прибыв в Ижевск, началась работа над первыми мотоциклами, и в 1928 году, это был, конечно, не отпуск, но ему предложили принять участие в пробеге. Это назывался первый всесоюзный испытательный пробег советских мотоциклов. Никаких советских мотоциклов еще не было. Был только один мотоцикл «Союз» 1924 года выпуска. Почему же он так назывался? Ну, просто в этом пробеге испытывали первые элементы, построенные именно в Советском Союзе. Испытывали резину, цепи, свечи зажигания, то есть начинали производить какие-то запчасти. Ну, с гордостью можно сказать, что некоторые детали, например, резина, оказались лучше импортных. Вот. Этот пробег был довольно протяженным. Москва, Тбилиси, Москва. Это около 4000 километров, получается, в обе стороны. И дороги были, конечно, далеко не асфальт. Здесь мотоцикл представлен, на котором ехал Петр Владимирович, это Неандр. И справа также восстановленный не его мотоцикл, а подобная модель. Для того, чтобы лучше представлять, как именно все это выглядело. Есть фотографии с этого пробега. Как мы видим, дороги были не из лучших, но пробег удался, и Петр Владимирович был лучшим мотоциклистом в этом пробеге. Есть свидетельство человека, написавшего книгу «Бег стальных коней», к сожалению, я не знаю его отчества, зовут его Лев Тандит, если я не ошибаюсь, где много лестных слов о Петре Владимировиче, о том, что он всегда первым и без труда преодолевал различные сложные грязевые участки, как это все происходило на горных дорогах. И, конечно, в пробеге он изучал работу этих мотоциклов для того, чтобы дальше применить этот опыт при проектировании. Ну и, конечно, все это привело к тому, что появились первые ижевские мотоциклы. Первым появился ИЖ-3. Ну, сначала никакого названия не было, названия были даны позже. Ну, сразу скажем, ИЖ-3, ИЖ-4, ИЖ-5, на них стоит немецкий двигатель на всех. ИЖ-3 это двигатель Wanderer, ИЖ-4 двигатель Шток и ИЖ-5 двигатель Неандр. А вот ИЖ-1, ИЖ-2, двигатели для ИЖ-1 и ИЖ-2 были собраны целиком в Ижевске. И, я думаю, с большой долей вероятности можно сказать, что и спроектированы тоже. Почему? Здесь заложены принципы, как раз о которых Петр Владимирович подумал в пробеге. Ну, во-первых, такое расположение двигателя, продольной ветви, оно сейчас встречается только, по сути дела, на одной модели. До этого, на одной модели мотоциклов, это Moto Guzzi, до этого я искал различные подтверждения, я нигде не нашел, чтобы кем-то применялась еще такая модель расположения двигателя. То есть это, безусловно, вклад Петра Владимировича. И это были мотоциклы, спроектированные именно, можно сказать, им. То есть есть множество обоснований Петра Владимировича о том, почему нужно устанавливать именно такой двигатель. Он лучше позволяет проходить по грязи, у него лучше охлаждение, ну и многие другие принципы. Можно использовать карданную передачу, но важно то, что эти двигатели были сделаны руками ижевских рабочих, спроектированы Петром Владимировичем. То есть ИЖ-3, ИЖ-4, ИЖ-5, да, там используется очень много немецких комплектующих. На ИЖ-1, ИЖ-2 из немецких комплектующих была только электрическая часть, потому что все-таки в условиях экспериментальных цепов ее произвести довольно сложно. И фара, то есть какие-то небольшие элементы, что в принципе, я думаю, позволяет их называть целиком советскими мотоциклами. Они сразу же были отправлены в пробег. 17 сентября 1929 года выехал из ворот завода ИЖ-1. На следующий день, 18 сентября, они отправились в пробег, который с честью прошли. Изначально думали, что будет до Москвы, но потом из Москвы поехали в Ленинград, Псков, Брянск, Харьков, Тула и снова Москва. Все это проходило по раскисшим осенним дорогам, но несмотря на это мотоциклы выдержали. Хотя без каких-либо обкаток, регулировок и прочего они были отправлены в пробег. И, конечно же, активное участие в пробеге принимал и Петр Владимирович. Его можно видеть на фотографии в правом верхнем углу. Это эскиз Петра Владимировича, когда его просили высказать идеи о производстве мотоциклов в Ижевске и попросили эскиз мотоциклетного завода. Ну и далее его командировали в Ленинград. В Ижевске были достигнуты большие успехи по мотоциклостроению.
Но по разным причинам, которых, в принципе, можно почитать как раз и в книге, но высказываются предположения. Мажаров во главе с многими ижевскими специалистами был командирован в Ленинград для освоения там в серийном производстве мотоцикла L300. Далее, в это время произошло благоприятное событие для него. Ему прислала фирма BMW в подарок мотоцикл R16. Как фирма BMW, можно сказать, вспомнила о Петре Владимировиче. Во время своей командировки в Германии он был как раз на заводе BMW и занимался, и ему предложили взглянуть на чертежи нового мотоцикла. Он не только взглянул, но еще и внес около 18 поправок в конструкцию этого мотоцикла, в частности бокового прицепа. И все это предложил немцам. Немцы были очень благодарны, около 10 изменений они внесли в конструкцию. И таким образом они потом ему выслали в подарок этот мотоцикл. Вот здесь был ролик детский, может быть, вы видели, когда Петр Владимирович сам разгружал мотоцикл, прибывший ему на поезде. На самом деле такое тоже было. В Ленинграде рабочие не хотели помогать ему разгружать, потому что хотели взять за это дополнительную плату. Но Петр Владимирович не стал их упрашивать, а просто снял коробку с мотоциклом собственноручно, в одиночку. Конечно, это многих впечатлило. Вот дальше уже он ездил на этом мотоцикле. И когда ему приходилось уезжать из Ленинграда, он этот мотоцикл загонял в квартиру. Один раз такое было. Вот. Помимо езды на мотоциклах, проектирования мотоциклов, и постоянной думе о моторизации, он также и публиковал свои труды. В частности, по мотоциклостроению книга брошюра «Советский мотоцикл L300». Представленная здесь L300 стал первым серийным советским мотоциклом. И это серийное производство было организовано при непосредственном участии Петра Владимировича. Вот. Всего было выпущено L300 около 20 тысяч штук. Они выпускались до начала Великой Отечественной войны. Около 20 тысяч штук выпускались до начала Великой Отечественной войны. Здесь статья Петра Владимировича о советском мотоцикле ИШ-3, которая была опубликована сразу же после пробега. Тоже весьма интересная, можно почитать о некоторых особенностях. Почему он выделил именно ИШ-3? Сложно сказать, почему он выделил именно ИШ-3. Но, по крайней мере, это был самый мощный, несмотря на то, что это был не самый тяжелый, это был самый мощный ижевский мотоцикл. Его двигатель развивал около 30 лошадиных сил. И он снабжался, даже не знаю, собственно, почему именно ИШ-3. Наверняка были планы и о других мотоциклах, но не могу сказать, почему именно ИШ-3. Не задавался этим вопросом. Статья о сборке мотоциклов в Германии. И после он вернулся в Ижевск, чтобы помочь в проектировании мотоциклов на уже строящемся мотозаводе. Первом заводе, именно сделанном для производства мотоциклов. В Ленинграде производство было на заводе «Красный Октябрь», который не являлся мотоциклетным. Мотоциклы были в какой-то степени побочным продуктом тогда. Вот. А именно в Ижевске на базе бывшей фабрики Березина был построен первый специализированный мотоциклетный завод. Стоит сказать, что в чем его важная заслуга Петра Владимировича? В том, что он увлек ижевцев на строительство этого завода. Из Москвы пришло распоряжение о том, что все работы по мотоциклам в Ижевске прекратить. Никакого финансирования не выделялось. И мотозавод строился методом народной стройки. Вот здесь фотография одного из выездов мотосекции. Вот здесь мотоцикл Натя 750, это уже чуть более поздний период. Что можно здесь об этом сказать? Как раз таки одним из любимых занятий мотосекции были такие выезды всех вместе на мотоциклах. Кто-то ездил на велосипедах еще куда-либо. Летом ездили на пикники куда-либо на природу. Зимой также продолжали ездить на мотоциклах, то есть их не ставили в гаражи мотосекции. Зимой ездили по деревням. Ну и далее проектирование мотоцикла Натя 750. Поскольку в Ленинграде уже выпускался легкий мотоцикл, в Ижевске изначально предполагали выпускать тяжелый, так необходимый для армии мотоцикл Натя 750. Вот идет, собственно, одна из фотографий с проектирования этого мотоцикла, и вот уже готовый экземпляр. Но дальше
интересно распорядилось руководство, вспомнило о том, что в Англии есть фирма BSA, выпускающая мотоциклы, и до этого она выпускала швейные машинки. У нас тоже был в Подольске завод, выпускавший машинки Зингер. Значит, давайте пусть они тоже будут делать эти мотоциклы. И производство мотоцикла Nati A750 передали в Подольск. Конечно, у Ижевского мотозавода были трудности с освоением этого мотоцикла, потому что не хватало станков, не хватало специалистов. Мотоцикл был весьма сложный. Да, ИЖ-7 было производить проще, но все-таки разработан этот мотоцикл был именно в Ижевске. Ну и дальше, прибыв в Подольск, он также организовал там серийное производство. В Ижевске серийное производство было налажено в 1933 году. Первым серийным ижевским мотоциклом стал ИЖ-7, который можно видеть вот здесь на выставке. Он представлен. Вот его фотография, а вот он здесь рядом стоит. Ну и фотография Петра Владимировича с сотрудниками Ижевского мотозавода. Думаю, его здесь без труда можно найти. Сделано в январе 1934 года, то есть перед отъездом Петра Владимировича из Ижевска. И за то, что он изготовил в Подольске мотоциклы ПМЗ А750, их уже тогда переименовали из Nati в ПМЗ, ему был предоставлен отпуск в Сочи, в санатории, где, к сожалению, его жизнь трагически оборвалась. Причины можно называть самые разные. Официальная причина – самоубийство, но, конечно, в это верится с трудом. Вот, и здесь представлены его фотографии. Ну, что можно сказать? Это, безусловно, важная биография Петра Владимировича, это, безусловно, важная страница в истории и города Ижевска, и вообще, в принципе, всего Советского Союза. Но история – это ведь у нас не только все-таки книги или какие-то статьи, это и памятники архитектуры и археологии. И вообще, в принципе, любые предметы быта, ну, не только простые, в том числе и сложные, как вы уже догадались, в том числе и мотоциклы. Мотоцикл – это не просто набор деталей или какие-то выштамповки. Это произведение творчества инженера, произведение творчества человека. То есть, чем интересны так сильно старые мотоциклы? Тем, что по ним можно смотреть то, о чем думал этот человек. То есть, особенно если вникнуть в конструкцию. То есть, здесь он думал о том, что, например, нужно там поднять крыло. Значит, мы пытаемся прийти к тому, понять, какой ход мыслей был у этого человека. То есть, будто бы мы в какой-то степени с ним общаемся, когда следим, особенно за эволюцией мотоцикла, если этот человек успел произвести несколько моделей, то, как развивались его взгляды, о чем он думал, какие у него были решения и так далее. То есть, и, к счастью, какую-то эволюцию мы можем проследить. Сохранился мотоцикл ИЖ-1, есть фотографии и описание конструкции других экспериментальных мотоциклов, сохранился ИЖ-4. Мы можем видеть ИЖ-7, ПМЗ и так далее. То есть, анализируя все это, мы можем увидеть то, какие мысли волновали Петра Владимировича. Так что, в принципе, мотоцикл – это его творчество, то, что он создавал. В чего мотоциклы участвовали не только на полях сражений, но, конечно, были и в кино. Я думаю, некоторые фильмы вы можете даже узнать. Некоторые, конечно, кадры, может быть, не очень качественные, к сожалению. Что можно еще сказать об этом? Мотоциклы – это не просто какая-то пример серийной продукции. Дальше они стали уже после войны часто единственным доступным видом транспорта для многих советских семей. То есть помимо того, что это был мотоцикл, это представитель, так скажем, мысли конструктора, это еще и дальше какая-то история для сборщика самого мотоцикла, а после и история семьи. Ижей было сделано около 10 миллионов, то есть можно представить, какой огромный вклад они внесли в историю не только Ижевска, но и, в принципе, всего СССР и даже зарубежья. На этом, наверное, хотелось бы закончить выступление. Спасибо за внимание. Вопрос можно? Да, конечно. Значит, когда организовалось производство здесь, в Ижевске, при Петре Можарове, резину где они брали? Резина уже производилась советская. В пробеге 1928 года испытывали советскую резину уже.
и сравнивали ее с зарубежными аналогами. И Красный. красный треугольник. Да, красный треугольник – это завод в Ленинграде. То есть, возможно, это было оттуда, но, конечно, наверняка сказать не могу, какую резину они использовали, но в том числе уже была советская. Потому что это в то время был дефицитный материал. Ну, производили. Галоши все носили. Ну, кстати, красный треугольник очень давнишний замок. Ну да. Он еще при царе был национализирован. Цепи, резину, свечи зажигания, масла – это уже производилось в Советском Союзе. И это как раз испытывали сначала и на марках, но в пробеге как раз 1928 года. По плану у нас свободный микрофон. Тут, если хочет что-то дополнить, высказаться. Александр Петрович, скажите, пожалуйста, что-то у вас есть рассказать, дополнить, в том числе и про Мажарова? Ну что было? Мажаров я 50 лет назад уже интересовался. Вот. Еще, отступление. Работал в авиации я. Вот. И у нас тут авиатехник, участник Великой Отечественной войны. Ярошов Иван Иванович. Вот, пожилой. Ну, работал пока еще. А тогда авиация была очень слабенькая. Это был 50-й год. 50-й. Вот. И все байки рассказывали. Погода нелетная, сидим, с работы не уйдешь, а самолеты минимум там надо, когда на миллион была погода, вот, ждали. И вот он нам про Мажарова рассказывал. У него 2,5 или 3 года работал вестовым. Я, говорит, у него Петра Владимировича работал вестовым. Такого рассказывал, что нервный. Сначала было нормально, потом стал нервничать какие-то, в общем, в итоге. И потом он от него ушел и сказал, что застрелился в кабинете. Вот больше ничего. Расскажите несколько слов. Вы работали в конструкторском бюро, да. В фотосекции. Да. Вот несколько слов расскажите, пожалуйста. А? Несколько слов расскажите. Ну что? Чем занимались? Знаменитые гонщики Чищипов, Чирцев, Фалалеев, Кубасов, Вахрин – это все мои друзья. И они меня из аэропорта 60 лет назад посмотрели, сколько ты получаешь. И какая ответственность, в общем, и забрали меня. И Вася был тренером уже тогда. Вот. И я проработал 27 лет. Вот. Вторую половину. Вот. Механиком сборной. И последние годы работал механиком сборной команды Советского Союза. Ездили по странам, по всем с этими звездами. Вот мы привозили медали. И только коробило меня одно. Слышали, чемпион мира по мотокроссу Арбеков? Слышали кто-нибудь? Нет? Да. Это московский гонщик, заслуженный мастер спорта. Вот. Когда он выиграл чемпионат, ему, значит, чемпионат Европы наша команда выиграла, вот, в Италии. И нам гонщикам дали, значит, по 300 рублей премия, Иван Федорович. Вот. Мне тоже где-то, как механику, 300 рублей. А Арбеков получил новейшую легковую машину и сколько-то $1000. Вот. И когда приехали в Москву, в Москву приехали, и этого Арбекова сразу встретили оттуда товарищи. Как это? Вот центральный спортивный клуб-то. Его пригласили в машину и все. И говорит,
Виктор Федорович, ну неужели ты все эти деньги, да, отдашь? Тебе, в общем, и уговорили. И все деньги, которые Международная федерация мотоспорта наградила, он их отдал на укрепление советского спорта, а себе только получил машину. Вот так. Это и везде так. Вот так ездили. Ну, может, какие еще будут вопросы? Нет, вопросов-то много, это как-то надо с вами отдельную встречу. А вот на Да. соревновании И у меня, вот сейчас, почему я сюда пришел, интересуюсь. У меня в голове очень большой запас, багаж большой. Вот с 50-го года, когда я пришел, первую звезду Пешеходова, знаете? Да. Вот я его уже застал. Он ездил на инвалидской коляске, но приезжал к нам, Аркадьич. Вот. Крепкий, вот такой же, наподобие, уже было под 60 ему, да. Вот. Вот. Плечистый, крепкий ездил. То есть, в общем, что я хотел сказать? Сбился. про багаж вы говорили. Про большой Багаж багаж в голове начали. вы говорили. Что много, в голове много Да. информации. Вот, да. И с 50-го года я познакомился с ребятами. Вот. Первым познакомился с Георгием Чищиповым. Вот. Он приехал, зимний гонщик. Вру немножко. Сбился. Сейчас я соберусь с мыслями. Первый был Виталий Субботин. Ну, этот Аркадьевич Пешеходов, он, само собой, уже-то не при мне он ездил мало, на пенсию ушел. А в совхозе пятилетка был Виталий Субботин. Слышали кто-нибудь? Это была звезда первой величины. Сколько-то лет первой в мотоспорте. Никого равных не было ему. Вот. 1,90 м роста, плечистый, красивый, блондин, красавец, в общем, атлет. Я, наверное, постараюсь, может быть, найду его юношей фотографию. Он вот так вот в парке были эти первые кроссы. Он брал вот так мотоцикл, 120 килограмм спортивный, и вот так вот подымал. Вот. Ну и ушел бесследно, пропал. А вы знаете причину? Болельщики ижевские, которые очень любили его и мотоспорт, они его залюбили. Первый заезд прошел, вот, тогда просто было, вот, со спиртным. И подходит, а он уже увлекался. И, значит, каждый начальник, который болеет, приносил бутылочку столичной, когда столичная была, и пирожков горячих. И ему 100 грамм наливали после каждого заезда. В общем, угробили его. Вот такая Субботина. Ну и много остальные потом. Много интересного. И вот мне хочется все бы это рассказать и взять книгу. Есть там на Ижмаше издана «Мотоспорт», ижевский мотоспорт. И ее поправить, увеличить, в общем, переиздать. Нужен только хороший редактор, хороший журналист, вот, который... А я помог бы. И у меня еще есть, если слышали, самый старый из мотогонщиков сейчас сохранился один, Борис Дмитриевич Агапитов. И все они в аэропорту были. И Фалалеев шофером работал, я механиком работал. Теперь Субботин мотористом у нас работал. Вот. Ну, коль уж начал про Субботина.
он работал мотористом после 11 классов. Вот, мы с ним играли в футбол. Вот. Я за аэропорт, он за совхоз. И у Виталия Субботина была кличка совхоз. Потому что совхоз пятилетка. Вот он там вратарем стоял, этот красавец. В общем, так получилось, что его не интересно в этом, ну, моторы там, специальности у него не было, а просто печки подтаскивал, там, греть двигатели. Вот. Ему платили мало, и он ушел в аэроклуб учиться. Проучился ЗИБу курс, обошел, и в одно прекрасное время слышу, значит, самолеты наши здесь стоят, а рядом это, ну, здание служебное, и там дежурный, который следит, руководитель полета. Слышу, значит, бам-бам, ракеты красные, и самолет низкий. Вот. А мы спрашиваем, а что такое, кто это? Да Субботин паразит, первый вылет, вот что делает. Сделал первый лет и на бреющем Чкалова скопировал. И прилетел домой. И все. Лед Виталия Субботина, это на этом закончилось. Вот, Виталий Субботин. И потом, через месяц, через два, смотрю, приходит на спортивном мотоцикле, уже его даже крутит. Саша, у вас ведь есть свечи на Як-12, они отработанные. Они вам не нужны? Я говорю, нет. Отдал ему. Ты бензинчику этого дашь, октановое число, а вон отстой, бери. И он новую свечь, эту рабочую свечу, ну, поставил, новую, хорошую, с электродами. Бензинчику залил пол-литра. Ну и масло. Мы масло там полно. Нате бутылку. И близко никого нет. И 3 года он был королем зимней трассы. Вот так. Мотоциклов, допустим, 6 ценных мотоциклов. 6 ценных мотоциклов. Ну, 7 моделей старых, которые не восстали. Ишь 1, 5, 7. Вот. И они на этом, за дворцом там есть мотоциклы? Нет? Есть. Есть. Да. Они вам не показывали, когда вы? Нет, я не заходил туда. Есть, Есть, да? Есть, там 4. И вот этот золотой фонд на 3 части разбили. Понимаете? Ну так сложилось. Что не сделаешь с этим? Мы ничего с этим не сможем поделать. И, ну ладно, Бог с ним, но вот там красиво было сделано. Первый Пешеходов Николай Аркадьевич, бюст, его портрет и его это самое, заслуги все, медали 5-10. Дальше идет за Пешеходовым Субботин. Ну, вот, у него очень яркая жизнь, ну, короткая. Вот. Спился мужик, да? Вот. И его страничка. За этим Субботиным идет Георгий Александрович Чищипов. Вот. Чищипов, я его и сохранил, у меня вообще вся вторая половина связана с ним была. Мы с ним вместе рядом жили, в общем, и дружили, и я его похоронил. Потом за Чищиповым идет звезда. Балобанов был, известный, всесторонний вот, человек, веселый. Потом он в мотошколе заболел, не ездил, но веселый парень, Александр Балобанов. «Шар смелости», помните, в цирке? Вот он. Разрывали шар и в воздухе. Вот, там этот выступал. Теперь за Балобаном, ну, в общем, идет цепочка, Чищипов, и все они вот так вот идут по очереди. И самые последние, сейчас в мотошколе еще 5 человек, вот,
я работал в самом конце в мотошколе механиком. Вот. Там дети. Вот. 4 раза детская мотошкола была чемпионом Советского Союза среди детей. Вот так. Вот это база наша была. Если вы были механиком, значит, вы и про спортивные мотоциклы много знаете? Все я знаю, конечно. Вот, и потом, когда будем делать, и так и надо разобрать. ИШ-1, 2, 3, 4. А уже первого поставил Николая Аркадьевича. Вот. За ним идет, значит, Субботин. Или, может быть, между Чищипов и Чирцев вместе пойдут. Вот. Александр Петрович, ну то, что вы сейчас сказали, это, конечно, это интересная идея. И есть у нас такая мысль, да? Так, присаживайтесь, сделать на выставке на нашей такой виртуальный, реально у нас не получится, виртуальный зал славы, где будут занесены все люди, которые внесли свой вклад в мотоциклетную историю города Ижевска. То есть это и конструкторы, и спортсмены, но это как вот виртуальный зал, это будет в электронном виде все. Вот. Ну это, Такая, это ладно, но главное это надо показать и мотоцикл, и человека. Ну, из еще... того, что у нас есть, конечно, мы покажем, из тех предметов, из тех экспонатов. Еще до у меня, нас не все экспонаты, до меня еще, которые ушли первые, Балобанов, они предлагали, надо разбить по поколениям. Первое поколение, вот оно заканчивается там, 5-6 этих звезд. А там еще много этих, мы уже не берем, которые среднячки были. Вот. А за ними второе поколение. Вот. И так вот. Ну, систематизация, да. И благодаря вам мы это, я думаю, сделаем обязательно. Вот. Но я хочу поблагодарить Александра Петровича, вот, что нашел время.